Сейчас, Руслан, вы займетесь морковью, а я займусь томатами. Это тоже мы все добавляем. Да, это все мы нарезаем и отправляем тоже в наш кувшин. Динара, кстати, почему кувшин? Мы же привыкли вот дома даже обычные глиняные горшочки, маленькие, аккуратненькие, а тут кувшин. Ну вот знаете, в принципе, кувшин это тоже уже очень, скажем так, старинное. Раньше пили из кувшинов молоко. То есть, да, бабушки нашим дедушкам носили это в поле, когда был сенокос. Ну, не знаю, что-то тоже, опять-таки, фантазия моя. Горшочков, мне кажется, очень много уже кругом. И я решила как-то немножечко отличиться и вот сделать в кувшине. Вроде бы тоже... вместительность в 2 раза больше. Да, и вместительность. В эфире кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». Здравствуйте, дорогие друзья! Мы открываем новый кулинарный сезон на новой красивой кухне. Как всегда, в этом сезоне для вас новые вкусные рецепты, самые интересные гости. И прямо сейчас мы начинаем готовить вместе с шеф-поваром ресторана «Печь» Динарой Каримуллиной. Здравствуйте, Динара. Добрый день. Динара Каримуллина, шеф-повар ресторана «Печь». Родилась в Казани, окончила училище номер 116 по специальности повар-кондитер. Затем Российский государственный открытый технический университет путей сообщения. Динара – многократный победитель конкурса профессионального мастерства имени Юнуса Ахмедзянова, а также золотой призер международного кулинарного конкурса на Кубок Кремля. Динара, расскажите, пожалуйста, как профессионал, какими рецептами сегодня будете нас баловать? Сегодня мы с вами будем готовить 3 блюда. Сет из татарской национальной выпечки перемечи. Второе блюдо у нас будет молочный козленок в глиняном кувшине из дровяной печи. И третье блюдо у нас будет наш салат вкусный с вами с копченым гусем. Звучит интригующе и уже хочется все попробовать. Итак, мы начинаем с перемечей. Для наших перемечей мы сегодня будем использовать с вами дрожжевое сдобное тесто, так как перемяч – это такое блюдо, которое должно настояться, подняться. То есть поэтому мы будем использовать с вами дрожжевое тесто. Оно у нас готовится, ставится на молоке. Туда мы кладем желтки яичные, белок у нас туда не идет, соль, сахар, дрожжи, сливочное масло комнатной температуры и замешиваем мукой. Так, ну тесто у нас готово, я предлагаю сейчас подготовить начинки. Первая начинка у нас будет телятина. Сюда мы используем молодую телятину, без жира, репчатый лук. Все это лук мы не пропускаем через мясорубку, мы его мелко-мелко рубим. То есть можно уже приступать? Так, ну давайте, Руслан, вы начнете крошить лук для нашей начинки, а я займусь порционированием нашего теста. Передайте мне, пожалуйста. Спасибо. Динар, но мой традиционный вопрос. Как пришли к профессии повара? Неужели с детства мечтали? Ну, вообще, у меня мама очень вкусно готовит и тоже работает в этой профессии. Она у меня очень хороший ученик, очень любит тесто. Вот. Ну, как-то, да, наверное, вопрос вообще не возникал. Он уже как-то с детства у меня пришел сам по себе. И даже не было никакого особого выбора. Я просто пришла к этой профессии сама, потому что, наверное, все это происходило у меня на глазах. Мама постоянно готовила, привлекала меня к этому. Сейчас мы порционируем наше тесто, скатываем вот в такие шарики и даем немножечко постоять, потому что тесто, оно должно немножечко отдохнуть, насытиться кислородом. Если мы все это с вами сейчас проделаем, то оно у нас получится очень хорошим и будет податливым к работе. Так, лук у меня готов. Посмотрите, пожалуйста, профессиональный. Да. Красиво, некрасиво? Очень хорошо нарезали, молодцы. У вас спасибо, уже прям спасибо. Профессионализм просматривается. Так, наши шарики тоже готовы. Сейчас, подайте, пожалуйста, полотенце. Мы накрываем их вот этим полотенцем нашим, даем постоять. Пусть они отдохнут, подышат. Руслан, вы сейчас займетесь картофельной начинкой, а я продолжу делать наш фарш из телятины с вашим нарезанным луком. Так, пожалуйста. Динар, расскажи, пожалуйста, а профессиональное образование вы получали? Да. Я заканчивала училище, которого, к сожалению, сейчас уже нет, 116 училище, Акчерлак. Я училась на повара-кондитера. Ну, затем закончила институт. Ну, как вы считаете, вот вообще для профессиональной работы шеф-повара необходимо получить образование? Что оно дает, кроме новых рецептов? Ну, вообще, в работе повара, я так считаю, что рецептов оно, можно сказать, особо не дает, но какая-то теория, она должна быть. Мы должны знать, какие продукты, что с чем совмещать, какой процент отходности, там, какой процент насыщения. То есть это нужно знать, да, нужно технологические раскладки, это все пригождается в будущем.
Но вообще еще нужно стремление любить эту работу и душа. Все. Так, ну вот, Руслан, у вас получилось очень хорошо. Картошку нашу сейчас вы отправляете в сотейник и ставите ее варить. То есть в итоге у нас получится пюре из этого? Да, в итоге получится у нас пюре. Так, пожалуйста. Я занимаюсь начинкой из телятины. Ваш лук мы отправили сюда нарезанный. Сейчас мы начинку нашу перчим. Вообще маленький такой, может быть, секрет. Открою. Вообще перец лучше делать из мельницы. Он такой ароматный получается. Не такой, который вот продается рассыпчатый перец. Так вкуснее. Сейчас мы солим нашу начинку и начинаем перемешивать. Динара, вот я понимаю, приходите на работу, профессионально готовите, да, меню одно и то же. А вот дома для своих что готовите? Я, наверное, скорее всего, будучи постоянно большую часть своего времени на работе, дома готовлю после работы то, что я успеваю, чтобы быстрее накормить свою семью. У меня в семье 3 мужчин, все очень любят поесть. Повезло с мамой. Да, у нас есть 2 собаки, то есть все кушают у нас, я всем готовлю. Но вообще самое такое дежурное блюдо, которое можно приготовить быстро после работы, это у нас мясо по-французски. Так, Руслан, так как у нас 3 вида перемечей, сейчас вы доделаете нашу начинку из картошки, потом приступите к начинке из творога, с телятиной у нас уже начинка готова, и мы начнем уже формировать наши перемечи. Так, что мы добавляем еще в пюре, которое у нас будет? Так, в пюре мы добавляем с вами зеленый лук. Так, отлично. Вам сейчас нужно будет его мелко порезать. А почему именно вот эти 3 начинки? И вообще же традиционные татарские перемечи, насколько я знаю и помню, это только с мясом. Нет, вы заблуждаетесь на этот счет. А вообще очень много начинок. У нас в меню вообще очень много перемечей. У нас есть с творогом, есть перемечи с телятиной, есть перемечи с картошкой, есть перемечи сладкие с кертом. Нет, но это перемечи, ведь это уже нововведение вашего ресторана или это традиционные старые рецепты? Нет, это старые рецепты. Допустим, вот такой продукт, как кырт, это же очень старинный продукт. Его же наши бабушки из молока, из КТК вот уваривали, да? И когда в те давние времена не было конфет каких-то вкусных к чаю, в него уже добавляли сахар, немножко сливочного масла и как бы баллакар делали из него. И на самом деле пили с ним чай. Очень вкусно получалось. Даже сейчас у нас иногда гости приходят в ресторан и заказывают баллакар к чаю. Натуральный продукт и очень вкусно. Ну а сколько всего начинок может быть у перемечей? Вот картофельная, мясная с творогом, кырт, то же самое. Ну, вообще очень много можно делать. И из разных сортов мяса. Можно из конины, из баранины делать. Можно с ливером делать. У нас с ливером тоже есть перемечи, очень тоже любят гости. Ну, то есть вообще количество, все от фантазии. Можно с грибами сделать. Кстати, о фантазии вы заговорили. Вы часто вообще фантазируете на кухне? Да, часто фантазирую. Даже элементарно, вот я ловлю себя на мысли, что я, наверное, фантазирую даже очень часто. Элементарный поход на рынок. Ходишь, когда по торговым рядам, смотришь, как вот эти наши бабушки пожилые продают свою там продукцию, которую они выращивают с таким трудом, с любовью. И уже я как бы смотрю на продукцию, там вижу какие-то элементы, у меня сразу в голове уже возникает, как я могу оформить какое-то свое блюдо. Увидела там маленькие яблочки китайки, все, я уже как представила, как я их буду. Увидела грозди рябины, я уже представила, как я могу оформить блюдо этой рябины. Ну, то есть, да, на самом деле, если человек творческий, то фантазия возникает практически на каждом шагу. Так, вот картошка наша сварилась. Мы сейчас добавим зеленый лук в пюре, все это перемешаем, и начинка номер 2 тоже будет готова. Динара, а есть ли в вашем кулинарном арсенале, так скажем, татарские национальные блюда, в которых вы добавили что-то вот свое такое оригинальное? Ну, вообще, как бы, вот жаркое, да, это же тоже уже очень давнишнее блюдо, да, то есть как вот в детстве нам мама тоже все это готовили, картошку с мясом, с бульоном, с овощами, это все очень вкусно, сытно. Но как бы сейчас мы же все очень следим за своим питанием, чтобы питание было здоровым, чтобы поменьше холестерина было в нашем рационе. Как-то я читала про женщину, которая разводит на ферме козлов. Ну, козлятиной занимается. И вот я нашла ее номер телефона, решила с ней связаться, спросила у нее про это мясо. То есть и узнала для себя очень много нового, что вообще мясо козленка, оно, оказывается, вообще не содержит холестерина и очень полезно для здоровья. Вот. И после этого как-то мне пришло на ум, а не поменять ли вот жаркое из говядины, скажем, тогда на
скажем, Жаркое из а-ля козленка. жаркое, да, из козленка. И попробуйте приготовить это все вот именно в дровяной печи, чтобы оно насытилось вот этим дровяным вкусом, да, чтобы вот в глиняной посуде, глиняные кувшинчики мы специально заказывали, да, их замачивали в молоке, то есть их очень долго делали для нас специально. Они очень долго сохли. И вот То есть, как бы... кроме самой печи, нужна еще и посуда, которая... Конечно, это все подходит. насыщается, да. Если приготовить это жаркое в обычной кастрюле, то есть там не будет такого насыщения, оно будет, да, вкусное, но это не то. Все равно, что в глиняной посуде, в настоящей, да, и приготовленной вот именно в печи с насыщением этого аромата. Динар, начинка у меня готова. Да, начинка получилась очень красивая, все. Итак, Так. напоминаю, первая начинка у нас телятина, фарш из телятины, который мы перемешали с луком. Здесь у нас зеленый лук и пюре. И третья начинка, С творогом и с укропом. то есть надо будет порезать укропчик. Да, укропчик. Динар, я заметил, что сейчас во многих заведениях общественного питания стали популярны печи. Буквально 3 года назад нигде этого не было. Ну, вы знаете, Руслан, на самом деле я так думаю, это мое мнение, что все новое – это хорошо забытое старое. Вот. Все равно же, вот даже вы, наверное, себя вспоминаете, мне вот очень приятно иногда какие-то воспоминания из детства, как нас воспитывали родители, чем они нас кормили. Даже порой иногда в носу бывают вот эти запахи, да, сидишь дома, вспоминаешь, как мама готовила, как ты была маленькой, и вот на какой-то момент уже окунаешься, да, вот в это детство. Я вспоминаю, как моя бабушка, мамина мама, готовила нам тоже в печи, пекла нам вот эти кабартмашки. Мы утром еще спали, помню, у нее в гостях, когда приезжали, а она нам уже с утра готовила вот эти пышные, накладывала их в большой таз, мы вставали, вот эта сметана, таз вот с этими кабартмашками. Ну, просто очень вкусно, и, наверное, мне кажется, всем взрослым очень приятно иногда окунуться, просто как-то вернуться в детство, и все вот это из детства, оно как бы приходит сейчас в нашу жизнь. Но это же все-таки вкусно и полезно, нет никаких вредных веществ там стоит. Мы сегодня тоже будем обязательно использовать печь, которую мы уже затопили. Сейчас, Руслан, мы будем нашу начинку солить, перчить, чтобы Так, она у нас... финальный этап, да, Да. приготовления третьей начинки из творога. Отправляем сюда соль, Укроп, соль, перчик. перчик, да, обязательно. Творог любит тоже перец. Так, тщательно перемешиваем, и начинка готова. Сейчас самый красивый момент приготовления любых пирожков. Так, Руслан, сейчас приступаем к самому ответственному моменту, наводим красоту наших перемечей. Вы мне выкладываете начинку. Так, начинку контролируйте сами. Достаточно? Можно еще чуть-чуть. Можно побольше. Чуть-чуть, да. Следующий у нас идет картофель наш, очень красивый. Динара, хотел у вас спросить, вот ваше личное мнение, какое блюдо татарской кухни вы считаете самым популярным? Самое популярное, мне кажется, самое простое блюдо – это токмач из курицы. Ну, хотя, как посмотреть, может быть, оно не самое простое, потому что лапшу же нужно нарезать, уметь раскатать тоненько. Вот сейчас мы начинаем формировать наш перемяч. То есть вот он должен быть весь со складочками. Ну, скажем так, вот как юбочка. Тут как будто мы дизайнеры, портные. Так, позвольте покажу нашим зрителям. Вот. Вот такая красота получилась у профессионала. Сейчас я попробую, с вашего позволения, сделать один сам. Вообще мы стараемся соответствовать, соблюдать все наши традиции. Мы выпекаем нашу выпечку в чугунной посуде. Так как температура в печи очень высокая, там от 250 до 300 градусов, возможно, что донышко наших перемечей может пригореть, если мы поставим на обычную сковородку. Кстати, у вас очень даже неплохо получается. Вот. Сейчас вы тогда, Руслан, смажете нашу чугунную сковородочку маслом. Ну, для человека, который Да. делает это, наверное, второй раз в жизни, мне кажется, неплохо получилось. очень. Спасибо большое. Кстати, мы еще один факт не сказали нашим зрителям по поводу дров, которыми отапливается печь. Наверное, в этом тоже какой-то секрет есть? Ну да, у нас привозят березовые дрова. Сначала мы их сушим, они у нас сушатся. То есть, вы понимаете, да, если дрова сырые, печка наша не затопится. Вот, дрова мы привозим только с одного и того же места. То есть мы не экспериментируем с этим моментом. И, собственно, всегда топим одними и теми же березовыми дровами. Вот наш третий перемяч готов из мясной начинки. Вот. Даже по цветовой гамме очень даже красиво получается.
Перемичи. Мы готовили перемичи из 3 начинок. Для первой начинки мясной фарш смешали с мелко нашинкованным репчатым луком, приправили солью и перцем. Для второй начинки из картофеля сделали пюре и смешали с зеленым луком. А для третьей начинки в творог добавили измельченный укроп, приправили солью и перцем и хорошенько перемешали. Дрожжевое тесто раскатали на небольшие лепешки. В середину каждой лепешки положили подготовленную начинку, края приподняли и защипали. Подготовленные перемичи выложили на сковороду и отправили в духовку на 30 минут. Дорогие телезрители, вы вновь смотрите программу «Секреты татарской кухни». Готовим мы сегодня с настоящим профессионалом своего дела, шеф-поваром Динарой Каримуллиной. Вместе с Динарой мы отправили в нашу чудо-печь перемичи с 3 начинками, а прямо сейчас мы продолжаем готовить еще 2 блюда. Сейчас мы, Руслан, приступим с вами к приготовлению нашего молочного козленка. Так, вот оно мясо здесь у нас уже. Руслан, вы займитесь нашим козленком, нарежете нам мясо, я займусь овощами. Динара, буквально недавно прогремел чемпионат мира по футболу, который успешно прошел в том числе и в нашем городе. Что заказывали туристы? И был ли большой поток? Ну, на самом деле брали разные блюда. Не могу сказать, что был какой-то лидер. Очень хорошо брали вот этого нашего козленка. Сказали, что очень вкусно. Поставили даже оценку 7. Также брали очень наши перемичи. Сет из перемичей пользовался очень большим успехом. Шпишмак наш очень понравился тоже. Ну, Зурбалиш это был прям вообще хитом. То есть тоже сказали. Ну, вообще сказали, что наша кухня очень сытная и очень вкусная. Руслан, ну вот вы хорошо справились с нашим козленком. Сейчас вы его отправляете в наш кувшин глиняный. То есть не добавляем масла, ничего туда? Нет, сразу, ничего. Сразу Да, перекладываем мясо? Да, да. Что еще добавляем туда? Так, сейчас мы отправим туда лук, который я уже нарезала. Сейчас, Руслан, вы займетесь с морковью, а я займусь томатами. Это тоже мы все добавляем? Да, это все мы нарезаем и отправляем тоже в наш кувшин. Динара, кстати, почему кувшин? Мы же привыкли вот дома даже обычные глиняные горшочки, маленькие, аккуратненькие, а тут кувшин. Ну вот знаете, в принципе, кувшин это тоже уже очень, скажем так, старинное. Раньше пили из кувшинов молоко. То есть, да, бабушки нашим дедушкам носили это в поле, когда был сенокос. Ну, не знаю, что-то тоже, опять-таки, фантазия моя. Горшочков, мне кажется, очень много уже кругом. И я решила как-то немножечко отличиться и вот сделать в кувшине. Вроде И бы ведь тоже... вместительность в 2 раза Да, больше. да, и вместительность. Вот помидоры я уже нарезала. Давайте тоже как-то поочередно будем отправлять помидоры и морковку нашу тоже туда же. Так, ну теперь, Руслан, я займусь специями, а вы займитесь, пожалуйста, картошкой. Картошку мы нарезаем дольками, отправляем вот в эту глиняную тарелку тоже, тарелочка из глины. Вот. Затем мы ее запечем в нашей печке, и только потом она у нас отправится в наш горшочек. Сюда сейчас мы добавляем немножко специй, тимьянчику кладем, немножечко чеснока, чтобы это у нас все с травами тушилось. Но заметьте, специи, это вот тимьянчик-то вы добавляете все-таки современные. Да, ну какая же национальная кухня без каких-то корректировочек современных? Добавляем наш ароматный перец. И картошку нашу отправляйте сюда. То есть тоже, заметьте, кстати, специальная посуда глиняная. Да. Мы стараемся, чтобы каждый ингредиент насытился вот этим вот дровяным вкусом, вкусом вот этой глиняной посуды, ну и нашей душой. Солить мы нашу картошку не будем, потому что есть маленький секрет. Если картошку посолить заранее, она будет дольше готовиться. Итак, мы сейчас отправляем наш картофель в печь, прошу. На этом приготовление молочного козленка мы ненадолгое время отложим и... Начнем готовить наш салат. Салат с копченым гусем и ягодами. Руслан, мы приступаем с вами к приготовлению нашего салата. Давайте я начну, пока займусь гусем копченым нашим, а вы поможете мне с грушей. Кроме этих 2 ингредиентов, что еще добавляется в салат? В наш салат пойдет микс, салат-микс, копченый гусь, свежие ягоды, соус, груша. Кстати, о соусе расскажите, пожалуйста, подробнее. Потому что, мне кажется, весь секрет салата именно в нем. Соус мы делаем на основе меда. Сюда идет у нас зерновая горчица, бальзамический крем немножечко, оливковое масло. Все это на блендере пробиваем как следует вот до такой густой, видите, красивой массы. И, в принципе, соус готов. Пока вы нарезаете грушу, я займусь нашими ароматными ягодами.
Но ягоды они добавляют в наш салат что? Красоту прежде всего. Да. И легкий такой шлейф. Так, берем наш микс. Посмотрите, какой он сочный, красивый, яркий, да. Добавляем сюда нашего гуся. Вы добавляете грушу. Ну, здесь тоже главное не переборщить, да, всего Да, понемногу. да. Так, прошу. Добавляем наш соус. Перемешиваем очень аккуратно, потому что под тяжестью соуса наша зелень может немножечко пожухнуть и сесть. А все-таки у нас должно быть красиво, ярко, вкусно и пышно. Аккуратненько выкладываем. Ягоды любые можно использовать? В принципе, можно использовать любые, да. Но вот мы методом как бы проб для себя оставили голубику свежую, малину, ежевику и клубнику. Салат с копченым гусем и ягодами. Для соуса мед, зернистую горчицу, бальзамический крем и оливковое масло взбили при помощи блендера. Филе копченого гуся и свежую грушу нарезали тонкими пластинами. В глубокой посуде смешали листья салата и подготовленные ингредиенты. Полили соусом, аккуратно перемешали и украсили свежими ягодами. Вот такая красота у нас получилась, но этот салатик мы отложим ненадолго. Обязательно его попробуем. А сейчас вновь переходим к блюду в нашем волшебном кувшине. Это молочный козленок. Мы достаем наш запеченный картофель, прошу. Красиво Блюдо из запекать. печи не только вкусное, но и очень красивое получается. Время приготовления нашего кувшина в печи. Ну, где-то он у нас будет готовиться 30 минут. Руслан, лепешечка для нашего кувшинчика готовится не из дрожжевого теста, а из пресного. Ну а сейчас мы заливаем бульон, прошу. И теперь последний штрих, наш финальный. Мы накрываем наш горшочек Хорошо. пресным тестом. Сначала вот так мы немножечко смажем маслом, чтобы наше тесто тоже аккуратненько на него легло и не прилипло. И тесто готово, горшочек отправляем в нашу красавицу-печку. Примерно на 30 минут, прошу. Итак, подождем 30 минут, пока приготовится наше третье блюдо, и начинаем накрывать на стол. Молочный козленок в глиняном кувшине. Картофель нарезали на дольки, выложили на смазанную растительным маслом сковороду, приправили специями и отправили запекаться в печь на 20-30 минут. В глиняный кувшин слоями выложили небольшие кусочки козлятины, далее нарезали лук, морковь и помидор. Затем добавили веточку тимьяна, чеснок и специи. Сверху положили запеченный картофель. Содержимое кувшина залили готовым бульоном, накрыли лепешкой из пресного теста и отправили в печь на 30-40 минут. Какой красивый стол у нас получился. Большое спасибо, Динара. Ну а мы начинаем пробовать, вернее я. Итак, мы пробуем первое блюдо – салат. Салат очень вкусный, и соус сыграл свое дело. 10 баллов из 10, спасибо. Ну а сейчас мы попробуем наше основное блюдо – молочного козленочка. Это большой кусок мяса, позвольте я себе. Так, внимание. Динар, никогда не думал, что мясо козленка может быть настолько вкусным, мягким и ароматным. Большое спасибо. Ну и традиционные татарские перемечи. Как вы думаете, какую начинку я предпочту? Я думаю, телятина. Совершенно верно. Какой мужчина не любит мясо? Итак, бисмилля рахман рахим. И я попробую ствол. Перемечи, конечно же, получились очень вкусными, сочными, но и нельзя не отметить, что оба наших блюда пропитались вкусом дровяной печи. На этом наше кулинарное шоу подошло к концу. Я благодарю вас за то, что мы вместе с вами вкусно, интересно, весело открыли новый кулинарный сезон на канале ТНВ. Пока-пока, дорогие друзья! До новых встреч! Если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. А также не забывайте подписываться на наш канал на YouTube. Благодарим ресторан «Печь» за предоставленный интерьер и помощь в организации съемок.